У нас сложилась такая очень сложная реальность. Может быть, даже две реальности. С одной стороны, недовласть, по-моему, это терминология Алхаса Тхагушева. Мне, кстати, очень понравилось, потому что недовласть в нашем случае хороший эквивалент слову «незаконный», незаконная власть. В нашей стране неизбранный в соответствии с законом выборным президент и сформированная незаконным президентом команда, которая играет, я бы сказала так, власть и играет страной. Это одна реальность. А вторая реальность – подавляющее большинство наших граждан, которые проживают тяжелую, трудную, нищенскую, депрессивную жизнь. Иногда, когда я пытаюсь как-то в художественном таком образе или плане представить вот то настроение, с которым мы живем уже многие-многие годы, мне кажется, что в нашей жизни затянувшаяся зима. Представляете себе круглый год зима, которая не заканчивается. И нет ни одного лучика солнца. И так продолжается 6-й год. Конечно, такие ощущения вызывают депрессию у всего общества. По крайней мере, у большинства граждан. И поэтому наше общество, гражданское общество, оно живет в другой реальности. Оппозиция, которая вот все эти годы прошла через большие трудности, но на каждом решающем моменте, этапе мне казалось, что она не докручивает. Вот как это бывает на фигурном катании, не докрут. Значит, народ ожидал, что оппозиция готова к решительным действиям, но оппозиция не шла на решительные действия. Это можно воспринимать как слабость, оценивать как слабость, оценивать как отсутствие ответственного и сильного харизматического лидера и так далее. Можно давать разные оценки, разные объяснения, но в последнее время я начал вспоминать слова Искандера. Это не просто слова. Если не ошибаюсь, он выразился вот в таком духе. Слышала. Ахага айха кн дужлузер убз тхни урбар яшадзамха. И мне казалось, что вот с такой бесшабашной, несерьезной властью играть на том же уровне ее игру, оппозиция хотя бы на интуитивном уровне понимала, что это опасно для нашего государства. И, может быть, то, что мы очень часто называем слабостью оппозиции, можно записать в ее, наоборот, такой заслугу, в ее заслугу, что она так не докрутила ситуацию, что мы не оказались на краю пропасти. С другой стороны, нерешительность оппозиции, ее недокруты, они способствовали в значительной мере тому, что власть ведет себя все эти годы как беспредельщик. На каком-то этапе власти пришлось применить множество способов для того, чтобы ослабить оппозицию. И в конечном итоге оппозиция оказалась разобщенной, разделенной на разные фрагменты. И власть расслабилась. Ей показалось, что все преимущества на ее стороне,
никакой серьезной оппозиции нет, и слушать ее не надо и так далее. И это была ее главная ошибка. Вы знаете, про татар, которые господствовали половиной мира в свое время, один ученый очень интересно сказал: их конец начался тогда, когда они слезли с коней. Конец этой власти начался тогда, когда они поверили в свое всемогущество и в слабость оппозиции. Как раз-таки отсутствие, благодаря во многом их противостоянию, мерам, которые они предпринимали все это время против оппозиции, отсутствие серьезного политического конкурента или серьезной вообще политической конкуренции привело к тому, что властный или властвующий в Абхазии клан быстро, очень с максимальной скоростью начал деградировать. И сегодня налицо деградация, которая переросла в агрессию, которую нужно в обязательном порядке остановить. Выбран путь судиться с властью, которая воспринимается как незаконная власть, недовласть, и добиваться справедливого решения суда и отмены решения ЦИК. Есть и другие пути. Например, путь решительных, абсолютно, может быть, даже радикальных действий, почти не выходя за рамки правового поля. Это вполне возможно, потому что в нашей Конституции достаточно много конституционных прав, политических и гражданских прав у наших граждан, которые могут воспользоваться этим. Ничего не произойдет, если ничего не делать, как говорят японцы. Но к чему это нас приведет? Отпустить ситуацию и ничего не делать. Все вот факты нашей жизни в последнее время, которые всколыхнули страну, убийство за убийством. И самое возмутительное – это то, что отовсюду, как только правоохранительные органы начинают копать, торчат хвосты власти. Охрана президента, окружение так называемого президента ассоциируется с неким притоном преступным. Хаджимба и его окружение создали на небольшом пятачке бандитский анклав. Сегодня это понимает и признает подавляющее большинство наших граждан. Они изолировались от общества и надеются, запугивая народ, защищать себя до самого конца. Что значит до самого конца? Сегодня, пользуясь тем, что президент имеет неограниченные полномочия, они расправляются со своими политическими противниками, расправляются с теми, кто пытается противостоять наркоторговле, продают и покупают все, что можно купить и продать. Последнее заседание, вот, на котором мы было, в принципе, это первое заседание суда, нынешней инстанции, где рассматривается кассационная жалоба. Это был жалкий спектакль. Не буду стесняться таких слов. Я не сомневаюсь в профессионализме судей, каждого, кто там участвует в этом суде. Знаю хорошо, знаю их профессиональные возможности. Но дело в том, что судьи, они тоже заложники ситуации. Заложники несовершенных наших законов. Может быть, заложники даже нашей Конституции. Заложники того, что в свое время мы отказались от принципа несменяемости судей. Механизм избрания, переизбрания судей, который существует, делает судебную систему власти придатком исполнительной власти. И прежде всего все судьи зависят, их судьба, в общем-то, зависит всегда от президента. Руководство Верховного суда, прежде всего зампредседателя Верховного суда Берулава,
по многим сведениям, которые доступны мне, я знаю, что он говорит с каждым судьей. А сейчас я знаю, что многие провластные СМИ будут писать о том, что вот оппозиция собирает народ, это давление на суд и так далее. Ну, скажите, пожалуйста, почему оппозиция и вообще почему граждане не должны воспользоваться своими конституционными правами? Мы имеем право собираться на митинги, на пикеты, на манифестации, демонстрации и так далее, выразить таким образом свою точку зрения, свое несогласие и так далее, и так далее. В этом вообще наше право. Я уверена, что народ, который соберется завтра, я надеюсь, народ все-таки соберется, цель этого собрания – это как раз-таки дать нашим судьям шанс, чтобы они приняли законные решения, справедливое решение. Это не давление абсолютно, это наоборот поддержка. Если судья хочет остаться в поле своей профессии уважаемым человеком, если голос совести у него все-таки есть, и если он прекрасно понимает, что стыдно плутаться между трех сосен, у него появляется возможность, когда есть народная поддержка общественности, принять законные решения. И не бояться никого. Конечно, формально истцом выступает Алхас Бициньо как кандидат в президенты, да? Но фактически мы же понимаем, что в данном случае истцом является народ, проголосовавший за этого кандидата. Потому что его интересы, его права абсолютно никого не волнуют. Тем более, что по итогам голосования у нас ни один из кандидатов не был избран президентом. Единственная статья, вокруг которого все бегают и как бы делают вид, что не понимают его, будет закон реализован справедливым решением суда. Мне кажется, что будет спасен имидж всей судебной системы власти, и не только, мне кажется, будет спасен имидж нашей страны, которая в самом начале заявляла, что мы приверженцы демократических ценностей и что мы строим правовое государство. И возможно, что если завтра случится такое, что судьи примут законные решения, несмотря на все угрозы, исходящие от исполнительной власти, мы, скорее всего, очень сильно вырастем в глазах вообще мировой общественности, но самое главное, в собственных глазах. Это будет идейное наше отрезвление, потому что за это время мы забыли, с чего мы начинали, мы забыли, к чему мы шли, мы забыли, о чем мы мечтали, мы забыли, что значит быть гордым за то, что ты абхаз и так далее. И мне кажется, что наше возвращение к себе может начаться, если завтра судьи смогут совершить гражданский подвиг.